Тело пропавшего якутского пилота Руслана Валеева обнаружили в Екатеринбурге. По сообщению Следственного комитета Свердловской области, сейчас следователи устанавливают возможных очевидцев для допроса. Тело погибшего направят для проведения судебной экспертизы в целях установления точной причины смерти. Руслан Валеев был сотрудником авиакомпании «Полярной авиалинии». В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что компания возьмет на себя расходы по организации похорон, в том числе и по транспортировке тела. 28-летний Руслан Валеев прибыл в Екатеринбург для повышения квалификации. 13 октября его госпитализировали с двухсторонней пневмонией в медучреждение, откуда вскоре мужчина ушел в неизвестном направлении. В Нюрбе неизвестный молодой человек разбил витражи нового зимнего павильона в парке, чтобы проникнуть в кофейню. Оттуда он забрал торт, газировку и чипсы. Все это зарегистрировали камеры видеонаблюдения. Глава Нюрбы Александр Иванов на своей странице в соцсетях призвал вандала прийти в полицию и признаться, а также попросить у нюрбинцев прощения. Народ справедливо возмущен и требует по всей строгости наказать этого, мягко говоря, хулигана. Он отметил, что всегда находятся люди, которые ломают и крушат прекрасное, но за это им приходится потом отвечать. Лучше всего ему самому прийти в полицию и признаться. В конце он сообщил, что все починят и заново украсят, чтобы было лучше прежнего. Местные жители поддержали главу, но многие посчитали, что вандал должен принять участие в починке, а также оплатить расходы на материалы. Пожилого пассажира госпитализировали в Нюрбинскую больницу в результате съезда автомобиля с дороги. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, будучи пассажиром автомобиля, сообщает ГИБДД. Пенсионер со своим родственником, который управлял автомобилем, следовал из Нюрбы в сторону села Кюндядя на 802-м километре дороги Вилюй. Водитель на высокой скорости не справился с управлением и съехал с проезжей части. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство отца и хранении наркотиков, предстанет перед судом в Якутске. По информации Следственного комитета, вечером 16 февраля этого года пьяный обвиняемый пришел в гараж своего отца для разрешения семейного конфликта. Обвиняемого не устраивала позиция отца. Он отказался дать денег сыну, который не хотел работать, и при этом имел проблемы с законом. В гараже его не оказалось, и злоумышленник решил его дождаться. В помещении он нашел самодельное изделие по типу якутского клинкового оружия «Батас» и принял решение убить отца. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил дома для личного употребления наркотическое средство. Следует отметить, что обвиняемый не признал вины в преступном умысле, направленном на убийство отца, но следователь собрал доказательства, которые подтвердили намерение мужчины лишить жизни потерпевшего. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Следователи установили подозреваемого в убийстве 49-летнего жителя города Киселевска в 2017 году. В ноябре того года в городе Киселевске на территории одного из заброшенных частных домов местными жителями было обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По одежде потерпевшего была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой обнаружен ДНК-профиль неизвестного мужчины. При проверке по специализированным учетам выявлено совпадение ДНК-профиля 29-летнего мужчины, отбывающего за грабеж наказания в исправительной колонии. Осужденный не стал отрицать свою причастность к преступлению и рассказал об обстоятельствах. Так установлено, что потерпевший пришел к ним в жилище в поисках сожительницы, которая, пока он отбывал наказание в колонии, проживала в этом доме. Подозреваемый с друзьями распивал спиртное. Компания предложила присоединиться к ним, тот согласился. Во время застолья он стал оказывать знаки внимания одной из присутствующих женщин. Мужчины сделали ему замечание, избили и выгнали из дома. Через некоторое время подозреваемый с товарищем пошли за спиртным и заметили мужчину на улице и окликнули его. В ответ он оскорбил их нецензурной бранью и стал убегать. Они побежали за ним, догнав и избили до потери сознания. После этого перенесли во двор заброшенного дома и положили на землю. Товарищ сразу ушел со двора. В это время потерпевший пришел в себя и попытался оттолкнуть подозреваемого и встать. Последний разозлился и, подобрав осколок стекла, ударил мужчину по горлу. Самопровозглашенная победа на президентских выборах в Гвинее оппозиционного кандидата Селлу Даллейна Диалло привела в восторг его сторонников. Несогласие с политическими противниками из той части электората, которая поддержала в воскресенье действующего главу государства 82-летнего Альфу Канде, они выразили посредством уличных беспорядков и стычек с полицией. Диалло, представляющий Союз демократических сил Гвинеи, не сомневается в своем успехе. Несмотря на нарушения, омрачившие гладкий ход голосования 18 октября, результаты, полученные из урн для бюллетеней, показывают, что я вышел победителем в первом туре. Центральная избирательная комиссия страны назвала утверждения Диалло необоснованными.
По мнению правительства, его поведение и заявления опрометчивы и вводят людей в заблуждение. В том же духе высказался официальный представитель правящей партии Объединения Гвинейского народа Кириди Бангура. Все политические силы, уважающие республиканские институты, безоговорочно и твердо осуждают опасные и безответственные высказывания Селлу Далейна Диалло, который провозгласил себя победителем президентских выборов 18 октября. Нынешний лидер Гвинеи в марте провел конституционный референдум, по итогам которого получил возможность баллотироваться на третий срок, то есть еще на 6 лет. Это вызвало массовые протесты, нередко сопровождавшиеся кровопролитием. К этому времени число погибших, по оценке правозащитников, превысило 50 человек.